от Советского информбюро. Наши войска вели бои с противником в районе Сталинграда, северо-восточнее Туапсе и в районе Нальчика. На других участках никаких изменений не произошло. Я помню сожженные села и после победного дня пустую, холодную школу, где 4, кроме меня, где нам однорукий учитель рассказывал про Сталинград. Я помню поношенный китель и пятна, следы от наград. Он жил одиноко при школе и в класс приходил налегке, и медленно, левой рукою, слова выводил на доске. Мелок под рукою крошился, учитель не мог нам сказать, что заново с нами учился умению ровно писать. Ему мы во всем подражали, таков был ребячий закон. И пусть мы неровно писали, зато мы писали, как он. Зато из рассказов недлинных, под шорох осенней листвы, мы знали про взятие Берлина и про оборону Москвы. Дымок от землянок лучился жестокой печалью земли. Любите, ребята, отчизну, ее мы в бою сберегли. И слово заветное это я множество раз выводил, и столько душевного света в звучании его находил. А после поношенный китель я помню, как злую судьбу. Лежал в нем мой первый учитель в некрашенном светлом гробу. Ушел, говорили, до срока, все беды теперь позади. Рука его так одиноко лежала на впалой груди. Могилу землей закидали, и женщины тихо рыдали. И кто-то негромко сказал: медали то бабы, медали, ведь он никогда не казал. Мой первый учитель, не праве забыть о тебе никогда. Пусть жил ты и умер не в славе, ты с нами идешь сквозь года. Тебе я обязан всем светлым, всем чистым, что есть на земле. И думай о судьбах отчизны, что нес ты на светлом челе.